В эфире «Утро» на Якутия-24. Вместе с вами встречаем этот день и рассказываем, какими событиями этот день встречает нас. В студии Екатерина Карпухина и Павел Танин. Сегодня утром мы расскажем. Еще больше поступлений в бюджет от территории опережающего развития планирует получить правительство страны. Границы двух торов расширили. Инвестпроекты на этих участках позволят привлечь примерно 170 миллионов рублей инвестиций. Начинаем отключать аналог. Сегодня в 7 российских регионах стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание. Якутия на цифру перейдет только летом. Стоимость ипотеки не должна расти из-за ипотечных каникул. Зампред Центробанка убежден, что банки должны предлагать возможность увеличения срока кредита, а не только увеличивать размер выплат. Нужно не только разработать концептуальные направления, но и учесть всю ту специфику языков. Министерство просвещения России в Международный год языков коренных народов планирует создать концепцию изучения и преподавания родных языков. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков космических ракет. Техника – это все-таки техника, и она рано или поздно дает сбой, отметил руководитель госкорпорации. По его словам, ракета «Союз» много раз запускалась без сбоев, но аварии все же случались, в том числе с пилотируемыми кораблями. Рогозин подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты. Напомним, что ЧП с ракетой «Союз-ФГ» стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель 11 октября прошлого года не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Правительство России расширило границы двух территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал соответствующие постановления. Они касаются ТОР Николаевск в Хабаровском крае и ТОР Преамурская в Амурской области. В первой включили 5 земельных участков, во второй – 1. Инвестпроекты на этих участках позволят привлечь примерно 170 миллионов рублей. А год назад правительство страны расширило границы ТОР Южная Якутия. К нему добавили земельный участок, на котором компания «Колмар» строит ремонтно-механический завод. Сегодня в 7 российских регионах стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание. На нулевом этапе с аналогом еще в начале декабря прошлого года простилась Тверская область. С 11 февраля настала очередь еще 7 регионов – Чеченской республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Остальные регионы перейдут на цифру во время второго и третьего этапов 15 апреля и 3 июня. Телевизоры, которые вещают в аналоговом формате, в первых 7 регионах будут неделю транслировать информационную заставку по переходу на цифровой стандарт. На экранах аналоговых телевизоров будут и номера телефонов горячих линий. Так что, если человек испытывает трудности с подбором оборудования, то по горячим линиям он получит совет, какой магазин ближе к его дому, какое оборудование стоит приобрести. Напомним, что Якутия перейдет на цифровое вещание 3 июня. Эпидемия гриппа и ОРВИ завершится в апреле. Такие прогнозы Минздрава страны озвучила глава ведомства Вероника Скворцова. Также, по ее словам, благодаря вакцинации населения в России существенно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. С 2006 года первый показатель стал меньше в 13 раз, второй снизился более чем в 20 раз, а охват вакцинации за 12 лет увеличился в 2,5 раза. Вместе с тем Скворцова сообщила, что более половины административных территорий 5 федеральных округов России охвачены массовыми вспышками гриппа. Это Дальневосточный, Сибирский, Уральский федеральные округа, а также Северный Кавказ и северо-запад страны. В Якутии же на прошлой неделе в нескольких районах и городе Якутске сохранялась напряженная эпидемическая ситуация. Ранее в школах и детских садах столицы региона объявляли карантин. В минувшую пятницу на заседании специальной комиссии его продлили до 13 февраля. Между тем, в Якутию приходит потепление. В это время года риск заболеть также повышается. И о погоде в крупных городах Якутии мы расскажем прямо сейчас. Весь день сегодня в Алдане будет идти снег. Сейчас температура воздуха в городе минус 28 градусов. Днем немного потеплеет, минус 25. К концу дня обещают
синоптики. В Ленске минус 25 уже сейчас. Осадков в течение дня ленчанам ожидать не стоит, но стоит быть готовым к сильному ветру. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха к концу дня не изменится. К порывам ветра чуть меньшей силы стоит быть готовым жителям алмазной столицы. При этом день обещает быть теплым. К концу дня столбик термометра зафиксируется на отметке минус 22 градуса, а сейчас в Мирном минус 24. Так же, как и в Мирном, в Нерюнгри сегодня к концу дня столбик термометра остановится на отметке минус 22 градуса. Жители южной столицы также ожидают порывы ветра, а сейчас температура воздуха за окнами нерюнгринцев минус 28. Ну и о погоде в столице региона, в городе Якутске, 31 градус со знаком минус на улице прямо сейчас. Днем небольшой снег, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 26, минус 28 градусов. Мы переходим к новостям экономики. Министерство промышленности и торговли страны планирует вернуть на улицы российских городов продуктовые палатки и ларьки. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка, но сегодня производители, которые хотят представлять свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов. Так сказал Евтухов в интервью российской газете. Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Евтухов также отметил, что это создаст до 250 тысяч дополнительных рабочих мест. Действительно, хорошая перспектива. Еще больше новостей экономики у Нургуяны Ивановой. Продолжая тему экономики, скачки курса российского рубля могут возобновить только новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации от Соединенных Штатов Америки. Однако шансы санкций минимальны, так как Конгресс США увлечен своими межпартийными конфликтами. Один, например, связан с тем, что Конгресс не выделяет средств правительству Соединенных Штатов Америки на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого правительство опять намеревается объявить очередной шатдаун. Между тем, таким образом российский рубль может удержаться внутри торгового канала по цене около 66 рублей за доллар в США благодаря сохранению ключевой ставки Центробанка на уровне 7,65%, уверены эксперты. У нас есть свежие данные. Курс доллара, установленный Центробанком, равен 66 рублям 6 копейкам. Курс евро 74 рубля 90 копеек. Американскую валюту, по данным сайта banki.ru, выгоднее всего в Якутске продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 65 рублей 92 копейки. Купить дороже всего доллар готов Солидбанк за 65 рублей 85 копеек. А европейскую валюту сегодня в Якутске дешевле всего продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 74 рубля 68 копеек. Хорошую цену за евро готов предложить Солидбанк 74 рубля 82 копейки, сообщает сайт banki.ru. В современной России появился второй фильм, сумевший собрать в прокате более 2 миллиардов рублей. Военная драма Т-34 по задумке создателей должна помочь привить молодежи чувство патриотизма. А новые знания могут получить жители Ливана. Там закрывшаяся после начала гражданской войны Национальная библиотека вновь принимает своих посетителей, а при этом заведение не работало, представляешь, 40 лет. Но более подробно об этих событиях в нашей рубрике «Другие новости». Военная драма Т-34, вышедшая на российские экраны 1 января, стала вторым российским фильмом, заработавшим в прокате более 2 миллиардов рублей. За месяц с небольшим ленту посмотрели почти 9 миллионов человек. Такого успеха ранее смогла добиться лишь вышедшая год назад картина «Движение вверх» о победе баскетбольной сборной СССР над командой из США на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Она до сих пор остается самым кассовым российским фильмом в истории.
Действие Т-34 разворачивается во время Второй мировой войны. В центре повествования побег советских солдат из немецкого концлагеря на одноименном захваченном танке. Фильм был частично профинансирован государством. По замыслу создателей, картина должна помочь привить чувство патриотизма современной молодежи. Релиз был специально запланирован на начало новогодних праздников, чтобы ее смогли посмотреть как можно больше россиян. Вы знаете, героизм, самопожертвование, который, мне кажется, ни с чем не сравнится. Люди знали, что идут на смерть, и они шли с высоко поднятой головой. И не было украинцев, русских, не знаю, каких-то национальностях. Они все воевали за одну страну, за одну идею. Все были братьями, не то что сейчас. Несмотря на такой успех, многие раскритиковали фильм за чересчур большой уклон в сторону визуальной составляющей, в ущерб детальной проработке персонажей и реальности представления о войне. Создатели утверждают, в основе сюжета реальные события, однако финал было решено сделать более оптимистичным. Принято считать, что фильмы про войну, там вот герои должны погибнуть. Они-то у нас и гибли в первом варианте сценария, что, собственно говоря, и было в жизни. Танковый экипаж, который бежал с концлагеря, они реально-то погибли, понятно. Но нереально выжить в таких условиях, бежать с немецкой территории. Ну а мы сделали немножко сказку. Вот мы показали, что они остались живы. Тем самым, наверное, дали какую-то надежду. Тех, кто негативно отозвался о фильме, раскритиковал министр культуры России Владимир Мединский. Он сравнил их с капитулянтами, бежавшими с фронта в 1941-м, а также заявил, что создатели картины имели право на художественный вымысел. Не было случая, героически показанного Брэдом Питтом и его танком «Ярость». Не было. Таких случаев было много на Восточном фронте. На Западном не зафиксировано. Это наша история, ими экранизирована, но мы в полном восторге по этому поводу. А себя показать мы, значит, не должны. Мне кажется, вот здесь надо поднимать флаг, держать флаг. И историкам вместе, и деятелям культуры, и нашим продюсерам, и режиссерам, и зрителям. В последние годы на фоне охлаждения отношений с Западом в России на экраны выходит все больше патриотических фильмов. Однако подавляющему большинству из них не удавалось достичь того успеха, каким может похвастаться Т-34. Национальная библиотека Ливана была закрыта для публики почти 40 лет. Лишь в конце прошлого года жители Бейрута наконец вновь получили возможность воспользоваться ее услугами. Журналист Жан Де в годы своей молодости был здесь регулярным посетителем. Сейчас ему уже за 70, и он говорит, что опасался не дожить до момента, когда библиотека откроется вновь. Я считаю, что богатые книгами публичные библиотеки – это пространство не только для культурного досуга, но и для развлечения. Я могу просидеть 3, 4, 5 часов в окружении старых газет. Библиотека была основана в 1921 году ливанским историком и писателем Виконтом Филиппом де Тарази. Он пожертвовал учреждению 20 тысяч книг, множество редких рукописей и первые выпуски национальной газеты. В 1975 году в Ливане началась гражданская война, в ходе которой библиотека неоднократно подвергалась бомбежкам и разграблению, и в результате была закрыта для публики в 1979. Уцелевшие рукописи и документы хранились в Национальном архиве. Восстановление собрания и планирование строительства нового помещения начались лишь в 1999 году. Еще почти 20 лет понадобилось, чтобы библиотека вновь открыла свои двери. Сейчас ее коллекция насчитывает свыше 300 тысяч книг, манускриптов, газет и даже картин. Самые древние из них датируются XI веком нашей эры. Пока что библиотека открыта по будням с 8:30 утра до 1:30 дня. Ежедневно ее посещают около 40 человек. Прямо сейчас наш эфир продолжит небольшая реклама. После нее вернемся и продолжим.
Это «Утро на Якутия-24». Мы продолжаем. Росстат зафиксировал рост цен на жилье в России. Стоимость квартир на российском рынке выросла по итогам 4-го квартала прошлого года. Соответствующая информация опубликована в докладе Российской Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении России. Сообщается, что рост показателя достиг 6,3% на первичном рынке и 4,1% на рынке вторичного жилья. Индексы цен на жилье в стране составили 101,4% и 101,8% соответственно. Тем временем зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что стоимость ипотеки не должна расти из-за предлагаемых ипотечных каникул. Он также отметил, что в случае применения такой схемы должна отодвигаться дата погашения кредита. Швецов подчеркнул, что при применении ипотечных каникул увеличение платежей должно быть не единственной опцией. Он убежден, что банки должны также предлагать возможность увеличения срока кредита. Ранее Центробанк предложил ввести возможность ипотечных каникул. Эта услуга предлагает приостановку выплат по жилищному кредиту на год для россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию. Многие эксперты предложили, что в этом случае банки будут увеличивать выплаты по ипотеке, чтобы клиенты закрывали ее в тот же срок. На внедрение технологий в образование инвестируют 7 миллиардов рублей. В России создадут специальный фонд. Об этом сообщил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он разъяснил, что фонд будет заниматься поддержкой тиражирования лучших технологических решений и выводом лучших российских разработок на международные рынки. Министерство просвещения России в Международный год языков коренных народов планирует впервые начать создавать концепцию изучения и преподавания родных языков. Усилия хотят сосредоточить на том, чтобы в стране появилась концепция изучения и преподавания, то, чего не было никогда ранее, сообщила замглавы ведомства Татьяна Синютина. По ее словам, нужно не только разработать концептуальные направления, но и учесть всю ту специфику, которая есть практически в каждом языке и в каждом направлении. Назван способ учить иностранные слова во сне. Ученые из университета Берна в Швейцарии доказали, что люди могут узнавать новую информацию, пока они спят. Во время исследования с помощью электроэнцефалограммы регистрировались показатели активности мозга 41 испытуемого. Во время сна добровольцам через наушники давали послушать многочисленные пары слов, состоящие из знакомого слова на родном языке и псевдослова. Затем участники эксперимента прошли тест. Им называли выдуманные слова, которые они слышали во сне, и спрашивали, могут ли эти объекты поместиться в обувной коробке. Ученые пришли к выводу, что выражения, прослушанные несколько раз в стадии глубокого сна, запомнились лучше. При этом ученые использовали вымышленный язык для чистоты эксперимента, так как, понятно, знание любых иностранных языков могло, среди испытуемых могло повлиять на ход исследований. Таким образом, доказано, что лучше память работает в фазе медленного сна. Обычно эта стадия, когда человек засыпает, получается, если лечь в 11 часов вечера и заранее поставить проигрыватель, допустим, диктофон, на период с 12 до 2 часов ночи можно что-то запомнить. Интересная практика. Прежде, кстати, исследователи уже отмечали, что во время сна у животных и человека активно работает зона мозга, отвечающая как за кратковременную, так и за долговременную память. И в частности, пример, птенцы учат песни, именно во сне. А сейчас информация о погоде в крупных городах Якутии. Весь день сегодня в Алдане будет идти снег. Сейчас температура воздуха в городе минус 28 градусов. Днем немного потеплеет. Минус 25 к концу дня обещают синоптики. В Ленске минус 25 уже сейчас. Осадков в течение дня ленчанам ожидать не стоит. Но стоит быть готовым к сильному ветру. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха к концу дня не изменится. К порывам ветра чуть меньше силы стоит быть готовым жителям алмазной столицы. При этом день обещает быть теплым. К концу дня столбик термометра зафиксируется на отметке минус 22 градуса. А сейчас в Мирном минус 24. Также и в Мирном, в Нерюнгри сегодня к концу дня столбик термометра остановится на отметке минус 22 градуса. Жители южной столицы ожидают порывы ветра. Сейчас температура воздуха за окнами нерингринцев минус 28 градусов. И о погоде в столице региона, городе Якутске, 30 градусов со знаком минуса на улице прямо сейчас. Днем небольшой снег, ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 26, минус 28 градусов. И прямо сейчас о событиях Алданского района расскажет Татьяна Вахнина.
Здравствуйте. Первая неделя февраля традиционно является периодом подведения итогов. Правительство Якутии отчиталось перед населением Алданского района о проделанной работе за 2018 год. Сотрудники министерств и ведомств рассказали о том, что сделано и чего достигнуть не удалось, почему и какие выводы из этого следуют, а также о планах на год наступивший. Кроме протокольных мероприятий, представители правительства провели и личный прием граждан. Холодное время года – испытание для сельского хозяйства. В Южной Якутии зима 2018-2019 выдалась очень морозной. Потенциальные угрозы сельскохозяйственным животным возросли многократно. В хозяйствах района насчитывается порядка 600 голов крупного рогатого скота и столько же лошадей. Численность оленей превышает 7 тысяч голов. Одной из проблем является нехватка кормов. Главную угрозу для животных представляют хищники. В этом году мы начали применение нового препарата ремифон. Но пока результатов нет. К другим темам. У дошколят будни весьма насыщены. На прошлой неделе отгремел первый районный фестиваль шумовых оркестров. В творческой битве сошлись порядка 1,5 десятков коллективов. Классика, современные ритмы, народные мелодии. Посредством простых инструментов можно сыграть любую музыку. Совсем скоро малыши померятся знаниями в конкурсе по робототехнике. Конструирование и программирование также весьма популярно в детских садах. Очень много различных конкурсов. И робототехника, и лего-конструирование, и металлимпиада, и зоолимпиада. В общем, нам скучать некогда. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией. Жители Венесуэлы стали свидетелями редкого явления. Им удалось наблюдать падение крупного небесного тела, которое, по всей видимости, является метеоритом. Более того, венесуэльцы смогли снять это редкое зрелище на видео, причем метеорит зафиксировали разные люди, которые разместили эффектные кадры в социальных сетях. Падающее небесное тело четко видно на фоне относительно ясного вечернего неба. О других происшествиях расскажет Николай Борисов. Британское интернет-издание The Independent составило список самых холодных мест в мире. Якутский город Верхоянск занял в нем 4-е место. Верхоянск известен большей разницей температур в зимние и летние месяцы. Так, зимой средняя температура в городе достигает минус 48 градусов Цельсия, а летом плюс 30 градусов. Бронза у горы Денали в США. Здесь чуть холоднее, чем в Верхоянске. До продажи Аляски это была высочайшая точка Российской империи. На пике возвышенности температура не раз понижалась до минус 80 градусов. Станция «Восток» в Антарктике – одно из самых морозных и опасных мест в мире. Там температура минус 89 градусов. А монгольский Улан-Батор – самая холодная столица мира. Там спокойно переносят минус 40-градусную зиму. Вместе с тем, самыми холодными местами в мире британцы также признали город Фрейзер, это Колорадо, США, деревню Снак, Канада, перевал Роджера, Монтана, США и наш Якутск. Да. Но с нашими морозами действительно не поспоришь, зато есть у меня информация о самых жарких местах. И первое место у национального парка с таким интересным названием «Долина смерти». Находится он в Калифорнии, Соединенных Штатах Америки. Здесь был установлен температурный рекорд. В 1913 году температура там поднялась до
56,7 градусов по Цельсию. Действительно жарко. Между тем, архипелаг Новая Земля также мог побороться за звание самого холодного места на Земле. Там температура опускается до 40 градусов. Но не мороз волнует жителей этого городского округа. Там ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей. Например, в районе поселка Белушья Губа зафиксировали наличие 52 медведей, заходивших на его территорию. Постоянно там находится от 6 до 10 животных. Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны. Медведи не реагируют на светошумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен. Тем временем пользователи соцсетей активно делятся снимками нашествия белых медведей. Хищники разгуливают по улице неподалеку от домов. Некоторые из них не стесняются заходить в гости к людям. Мы переходим к новостям спорта. Важное спортивное событие прошло в Якутске в эти выходные. Это финал чемпионата республики среди мужчин и женщин по баскетболу. На площадку вышли команды почти со всей республики, 17 мужских и 9 женских. Соревнования длились 3 дня. По результатам всех игр на первом месте среди женских сборных оказалась команда Якутска. На вторую ступень пьедестала взошли спортсменки из СПФУ. Тройку лидеров замкнули девушки из Хангаласского района. А среди мужчин сильнейшими в первой лиге оказались баскетболисты Северо-Восточного федерального университета. Во второй лиге сборная Якутска. Звание лучшего игрока турнира завоевала Ксения Рындина из Якутска. В этом чемпионате в этом году приехало, получается, 17 мужских и 9 женских команд. Чемпионат проводит управление спорта города Якутска. Все, соответственно, призы, награды они предоставляют. Как обычно у нас хорошие кубки, медали, ну и призы еще командные. Ну еще они предоставляют также по номинациям лучший защитник, нападающий и разыгрывающий. О других спортивных новостях расскажет Ольга Башук.